Здравствуйте, друзья! Я Булян Сирис. Что вы знаете про эрзянский язык? Где говорят? Сколько носителей? Как научиться говорить на этом прекрасном языке? Говорим сегодня об этом. Родословная. Эрзянский принадлежит к уральской языковой семье, той же, что финский, эстонский и венгерский. Внутри он образует волжскую ветвь вместе с макшанским языком, с которым его постоянно почему-то путают, хотя Эрзя и Мокша не понимают друг друга, если говорят без русизмов. И если не пользуются мордовской тарабарщиной, вопрос, конечно, интересный и содержательный. Вы поняли? Поздравляю, вы знаете мордовский язык, правда, несуществующий. Фин и эстонец со своими языками находятся примерно в таком же родстве, но никому не приходит в голову записывать их одним народом с общим каким-нибудь прибалфинским языком. Сельзя и Мокша это проделали и записали мордвой. Почему это имя чужое, можно почитать в нашей газете «Эрзянь Мастер». Ссылка под видео. География. Ядро языка – восточные районы Мордовии, где эрзянский вместе с русским и макшанским имеет статус государственного. Но карта эрзянской речи гораздо шире. Давние эрзянские села стоят в Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Саратовской областях, в Татарстане, Башкортостане и Чувашии. Есть и особый островок, язык села Шокша в Тенгушевском районе Мордовии. Лингвисты считают его отдельным диалектом. Говорят по-эрзянски и в диаспоре от Эстонии и до Украины. Сколько же носителей, сколько людей говорит на эрзянском? Точного ответа нет. Статистику портит все та же мордва. При переписи большинство отвечает «владею мордовским», не уточняя каким. Отдельной строкой эрзянский по переписи 2010 года указала около 37 тысяч человек, при том, что ЮНЕСКО тогда же оценивало число говорящих не менее чем в 90 тысяч в одной только Мордовии. Последняя перепись 2021 года картину не прояснила, а обострила. Эрзянский указали около 40 тысяч человек, почти столько же, сколько в 2010. Зато Тарабаро-Мордовский обвалился с 392 до 220 тысяч, а мордвой назвали себя на 260 тысяч человек меньше. Со слов лингвиста Алексея Арзамазова, между переписями 2002 и 2010 годов носителей стало почти вдвое меньше, а ЮНЕСКО считает, что эрзянскому языку угрожает исчезновение. Главная причина в том, что эрзянский в школе на правах дальнего и бедного родственника, а в общественно-политической жизни Мордовской республики его практически нет. Как он устроен? Эрзянский – агглютинативный язык. Слово растет с суффиксами, каждый из которых несет ровно одно значение. Например, кудо – дом – это корень. Кудо-со – в доме добавили суффикс место – со. Кудо-тне-се – в домах добавили суффиксы множественного числа и места. Кудо-тне-се-нек – в наших домах добавили суффикс принадлежности. И это еще не все. Кудо-тне-се-нек-как – и в наших домах тоже. Одно слово вместо 5. 12 падежей, объектное спряжение, 6 наклонений позволяют говорить в 2 раза короче, чем на русском. Не верите? Аулиндеряй пиземе, лисян кудостон молемга вирем панкс. 7 слов. А на русском? Если не будет дождя, то я выйду из своего дома, чтобы пойти в лес по грибы. Посчитали? Первый письменный памятник эрзянского датируется 1692 годом. В книге нидерландского путешественника и ученого Николаса Витсена опубликованы небольшие эрзянские словари и языковые материалы. Полноценная письменность на основе кириллицы начала формироваться в XVIII веке, а современная литературная норма сложилась в 30-е годы прошлого века, во многом благодаря первому эрзянскому профессору Анатолию Павловичу Рябову, расстрелянному в 1938. Официальная письменность кириллическая, но в диаспоре и в нашем издании используется латиница. Мы считаем, что кириллица искажает наши звуки, и некоторые из них уже исчезли из речи, к сожалению. Так с чего начать? Алгоритм для начинающего выглядит так. Первый шаг – это наш Валкс, открытый русско-эрзянский словарь, который работает прямо в браузере без установки и регистрации.
На одной платформе стартовый набор, словарь, разговорник, и уже идет работа над самоучителем. Проект уникален. Учебная среда строится не государством и не университетами, а самими носителями. При этом продолжает расти. Второй шаг – учебник. В этом году в Казани вышел самоучитель «Эрзянский с нуля» Алексея Арзамазова, хорошая фамилия, и Максима Кузнецова. Первый за долгие годы курс для начинающего с нуля. Третий шаг – это машинные помощники. Эрзянский появился в Яндекс.Переводчике, а ученые Мордовского университета собрали чат-бот и онлайн-переводчик. Впрочем, будьте осторожны, машинный перевод ошибается чаще, чем признается в этом. Дальше погружение. Эрзянская Википедия дает тексты на любую тему. Музыка Тарамы – живое звучание языка. Журнал Сятко – литературную речь. А стоит ли оно того? Стоит, друзья. Эрзянский давно вокруг нас. Мастор, земля. Это в имени нашего издания. И в имени страны Эрзян, Эрзянь Мастор, Сятко, Искра. Имя Эрзянского литературного журнала. Лихмапря, родник. Имя праздника, на который съезжаются эрзяне 3 областей. Раскень-Оскс, народное моление народа Эрзяна, которое собиралось когда-то по 5-7 тысяч человек. А 16 апреля у языка день рождения. Эрзянь Келень Чи. Выученное слово не остается в тетрадке. Оно в названиях сел за окном поезда, в песнях Тарамы, в подписи скульптора с мировым именем. И сам язык скроен так, что учить его любопытно. Это другой способ складывать мысли, другой способ мышления. Ради этого люди и берутся за языки, на которых не говорит весь мир. У Эрзянского есть многое. От тысячелетней истории до словаря, который открывается в браузере. Не хватает ему одного – новых голосов. Начните, и пусть первым выученным словом станет то, которое вы уже знаете – Эрзя. Друзья, я вам пересказал статью, которую написал Кулянь Учай. В нашей газете и словаре есть и другие материалы на очень интересные темы. Ссылка внизу. Вас Тамазунок, Ялгат. До свидания, друзья.